Улучшение проблем с водоснабжением, расширение автодрома, приобретение нового смартфона. Это не просто набор фраз, а конкретные просьбы жителей региона. Все они были адресованы Юнусбеку Евкурову в рамках программы «Диалог с народом». Мы продолжаем информировать о работе, проводимой постфактум. И вот еще несколько обращений. Пять лет прошло, они просто и больше ничего не привезли. Больше ничего не привезли. Инвалид первой группы с рождения Абдулплиев совсем недавно закончил учебу в Центре дистанционного обучения. Однако, получив заветный диплом, парень лишился и ноутбука, который ему выделил Центр на время обучения. Компьютер для Абдулы был единственной возможностью разбавить свой досуг, поскольку современного телефона у него тоже нет. Увидев по телевизору анонс программы «Диалог с народом», молодой человек решил обратиться к главе республики, попросив смартфон, о котором так давно мечтал. То, что менее чем через 2 недели он будет держать в руках собственный iPhone, тогда он даже не мог представить. Впрочем, телефоном молодой человек решил не ограничиваться и, воспользовавшись случаем, обратился к руководителю общественной приемной главы с целым потоком вопросов. Это как проблемы с водоснабжением, так и оказание социальных услуг. Каждый вопрос Фатима Меслаурова обещала взять на личный контроль. А чтобы не терять связь с семьей, сохранила номер общественной приемной в телефоне Абдулы. Сохранить приемная главы отъезда у нас. Фатима, хорошо? Хорошо. Диалог с народом для многих жителей республики давно стал самой реальной возможностью не просто донести свой вопрос до главы, но и решить его. В общей сложности на программу поступило около 1000 обращений и звонков. Темы самые разные. По-прежнему актуальной остается социальная сфера. Сейчас в регионе активно проводится работа по анализу всех обращений с выездом на места. Для этого создана специальная комиссия. Мы планируем по всем поручениям главы, чтобы люди видели воочию, что происходит, как поручения выполняются. По всем по его поручениям мы, естественно, выезжаем, снимаем сюжет и показываем, что да, вот было поручение в эфире, люди сами могли это лицезреть, и вот это поручение вот так-то выполнено. Далее рабочая группа выехала в Ингуш-Автодор. Дело в том, что местные жители попросили у главы республики увеличить гоночную трассу автодрома. Фатима Меслаурова поинтересовалась, как проходит работа с этим обращением. Были уже контакты с администрацией города Сунжа, с архитектором. Там решается вопрос разрешения на именно выделение этого участка, так как оно засеяно там зерновыми. Вот. Нашелся там уже есть тот, кто хозяин, с ним обсудили. Вопрос решает администрация. А так для того, чтобы закончить нам эту работу, необходимо около 2-3 недель. 3 недели точно нужно. Сейчас уже погода у нас по прогнозам уже может подводить. Мы думаем, за 3, в крайнем случае за месяц мы эту работу сделаем. Цикл сюжетов нашей телекомпании по следам диалога с народом наглядно показывает, что обращения, поступившие во время эфира, в том числе и те, которые не были озвучены, внимательно изучаются и, как вы видите, решаются в кратчайшие сроки. Амина Бокова, Хамзат Халухаев, Новости 24.